А читатели Национальной библиотеки Коми сегодня могли узнать информацию о своем родственнике, который воевал во время Великой Отечественной войны. Здесь расположилась общественная приемная проекта «Судьба солдата». Активисты поискового движения в Коми рассказывали всем желающим, на каких сайтах и в каких источниках искать данные военнослужащих, погибших, пропавших без вести, умерших от ран или в фашистском плену. Подробнее Елена Кононова. Если здесь у нас герметичный пенальчик, то есть он не пропускает воду, есть возможность, что бумажка сохранится. Солдатский медальон – большая удача для поисковика. В таких капсулах все данные о фронтовике. А значит, у поднятого солдата есть все шансы вернуться на родину. А сколько их еще лежит на полях, где в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои. И о многих родственники до сих пор ничего не знают. Проект «Судьба солдата» как раз помогает найти хоть какую-нибудь информацию. Ребята готовы посоветовать, куда в первую очередь обратиться. Это архив, Российский государственный военный архив, который содержит информацию об участниках Великой Отечественной войны на начало 1941 года и все, что было до этого периода. То есть это бои на Хасане, на Халкинголе, советско-финская война, польский инцидент и так далее, и так далее. А Центральный архив Министерства обороны, он, конечно, содержит уже целый пакет документов, прямо здоровенный архив именно по самой Великой Отечественной войне. Светлана Черных интересуется прадедом мужа. В поисковике специального сайта вводят имя родственника, где тотчас же выходит вся информация о нем. Он был призван Лецким районным комиссариатом или то ли в 40-м, то ли в 41-м, точно тоже неизвестно. Воевал, хотелось бы узнать вот именно, где он воевал, какой путь был войны. И знаем то, что еще он вернулся, воевал. Войну закончил вроде как в Чехословакии и был танкистом. Проект «Судьба солдата» по стране реализуется уже не один год. В Коми только за 20-й к нашим поисковикам было более 400 обращений. Где воевал, где погиб, за что и какие награды получил. Вопросы самые разные. Бывает, что информации нет никакой, но поисковики уверяют, расстраиваться раньше времени не стоит. Очень много архивных документов до сих пор не разобрано в принципе. Лет 10 назад еще приводилась цифра, что 2/3 документации времен войны, она до сих пор находится в бумажном виде, в мешках, в подвалах вот этого архива Министерства обороны. В свое время начиналась работа Министерства обороны по оцифровке этой информации, но сами представляете объемы этой работы, поэтому они небольшими партиями оцифровывают и выкладывают. «Мы открыты для каждого», – говорит руководитель поискового движения Коми. Прошел 81 год с начала войны. Сменилось несколько поколений. И за это время утрачена та информация, которая обычно передается от деда детям и внукам. И эта акция помогает восстановить утраченную частичку, чтобы люди помнили, что в каждой семье есть свои герои. Елена Кононова, Яков Шлегель, телеканал Юрган.